Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои милые, огромное спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии и за ваши донаты. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Пророчество для вас от высших сил на ваше будущее. Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какое пророчество от высших сил мне нужно узнать, услышать, получить? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Итак, высшие силы, дайте же пророчество для всех зрителей, для всех гостей канала, для всех тех, кто смотрит либо посмотрит это видео. Какое пророчество нужно знать, увидеть, услышать и получить? В чем оно будет заключаться, какую силу будет в себе нести и чем же оно в будущем сможет помочь, либо предупредить, что же такого нужно получить, узнать и услышать. Так, мои милые, даже не знаю, с чего начать. А здесь пророчество очень необычное. И пророчество очень такое, знаете, специфичное, я бы даже сказала. Здесь пророчество для человека, который идет к своей цели, и свою цель он достигает. Несмотря ни на что, несмотря ни на кого, никакие препятствия, никакие обстоятельства не смогут вас остановить. Знаете, какая конечная путь вашего, скажем так, пути, да? К чему вы должны прийти? Вы должны прийти к своему счастью, к своему достижению. Все, что в вашей жизни будет, это будет сделано вашими руками. Здесь у меня женщина. Женщина очень сильная. Женщина, которая в руках имеет силу. Силу действия, силу сознания, силу мастера. То есть у вас очень много возможностей в руках. Но вы периодически забываете о своей силе, о своих возможностях. Да, все мы маленькие девочки, всем нам хочется, чтобы нас любили, баловали и о нас заботились. Но это пророчество именно для тех, кто наметил для себя цель, наметил для себя путь и кто готов идти и не сдаваться. Особенно это касается тех, у кого проблемы с детками, с деторождением. Потому что я вижу у вас на руках ребенка. Видите, вот вы и у вас на руках ребенок. У вас будет ребенок. Кто в трудной ситуации, кто долго лечился, кто даже отчаялся и кто смирился, да, мои милые, ребенок будет, слышите меня, будет. А для тех, кто хотел новую жизнь начать заново, с чистого листа, с новой возможности, тоже у вас все будет. Для тех, кто хотел открыть свое дело, свой бизнес, будет удача и будет успех. Знаете, это пророчество и этот песок, он именно женский. Вот честно, извините, дорогие мужчины, но это вот прям подойдет именно только для женщин, потому что вышла все-таки женщина. Женщина сильная, женщина, которую нельзя сломать, женщина, которая не примет ничего, кроме стопроцентного результата. И это именно вы. Вы, кто зашел на это песочек, кто он зашел на это гадание. Вы можете сказать, что нет, это не про меня, это не я. Вы просто себя не знаете, вы себя недооцениваете. У вас огромнейший запас энергии, ресурсов и возможностей. Да, они в вас дремают, да, где-то они в вас спят, но то, что у вас все получится, это точно. За вашей спиной есть человек.
Это человек, либо это мужчина, скажем так, ваш мужчина, либо мужчина, который в будущем к вам придет. Этот мужчина, несмотря на то, что он достаточно мужественный, за то, что он, ну, как не знаю, готов что-то для вас делать, помогать, создавать, но он все-таки будет идти за вами. Он будет вам уступать. Причем уступать по всем критериям, да, там, и по тем же критериям мужественности, состоятельности, силы. Да, может быть, он будет зарабатывать больше, чем вы, либо зарабатывает больше, чем вы. Но тех жизненных энергий, такого количества жизненных энергий, как есть у вас, ему просто, знаете, и не снилось, скажем так. Поэтому, мои дорогие, понимайте, что в жизни вы должны рассчитывать только сами на себя, на свои мысли, на свои возможности и способности. Еще я вижу еще несколько человек у вас за спиной. Может быть, это ваши родители, может быть, детки другие. То есть вы как будто бы всем должны. Вы отвечаете за огромное количество людей. Тут даже вот какая-то животиночка у нас вышла. Это либо кошечка, либо собачка. То есть вы всем мама, вы всем такая берегиня, да, которая, скажем так, может там и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти. Она и жена, она же и мать, она же и там карьеристка. Все она на себе несет, все она выносит. У вас получится. Жизнь, конечно, непростая. Жизнь, конечно, где-то сложная, но она успешная. И вы знаете, вы по-другому и не сможете. Если не будет всех этих проблем, если не будет всех этих достижений, то вы просто будете хандрить, и вам будет скучно. Вот реально будет скучно. Все, что происходит в вашей жизни, все вам по плечу, и все именно идет на то, чтобы вы себя раскрывали. Для того, чтобы раскрыли все свои возможности, скрытые, открытые, да, чтобы просто научились пользоваться своими силами. Кто-то, кстати, может быть одаренный человек, одаренный с возможностями, там, например, к эзотерике, либо с возможностями к тому, чтобы, не знаю, там, выучить иностранный язык. Все это, мои дорогие, вам дастся, все это вам по плечу, все это ваше. Смотрите, здесь у вас красивый дельфин. Красивый дельфин смотрит в вашу сторону и говорит о том, что будет в вашей жизни счастье. Счастье, исполнение мечты и настоящая искренняя любовь. Те, кто уже в паре, в отношениях, вы добьетесь такого состояния, вот знаете, ну, состояния нирваны, да, когда вы в мире и с собой, и с окружающим миром, когда вы чувствуете наполненность и любовь. Те, кто сейчас одинок, знаете, что это дельфин, это вестник самой чистой, самой искренней и самой настоящей любви. Все будет у вас замечательно. Я вижу, что в прошлом уже, скорее всего, были какие-то попытки построить свою любовь, отношения, но здесь вот просто дырочка, да, дырочка у вас, которая, скажем так, сердце продырявленное идет. Мои дорогие, здесь вашу любовь украли. Однозначно украли. Украла ее соперница. Соперница, которая, скажем так, она не люблю я на общих гаданиях говорить про магию, но эта женщина, она могла обращаться ко всем возможным источникам и возможностям, да, вплоть до того, чтобы и магичить, и обращаться к мастерам в этом плане, и могла действительно очень сильно психологически повлиять на человека. То есть это было сделано рукотворно, да, вмешательство третьего человека в ваши отношения. То, что у вас в прошлом не сложилось, не получилось, знайте, что виной этому не высшие силы, не вы, не он, а именно тот другой человек, чья-то злая воля, вот так назовем, да, чья-то злая воля третьего человека. Почему это произошло? Ну, потому что это уроки. Уроки, которые вы должны пройти, освоить, усвоить, и на будущее вы должны быть более активной и больше бороться за себя и за свое счастье. Знаете, для меня здесь идет история какого-то преодоления. Преодоление, когда вы, например, могли побороться, но почему-то не стали этого делать, да? Как-то рано вы сдались. Ну, а та другая, она выиграла, да, но победа ее была не сладкой, поверьте. Она была не сладкой, плюс ей еще обязательно прилетит бумеранг. Вот. Что касается
вашего будущего, то в будущем, конечно же, все будет по-другому, все будет по-новому, все будет, знаете, вот и счастье, и радость, и любовь. Дом я вижу дом, полную чашу. Я вижу очаг, в котором есть огонь. И это самый прекрасный знак. Это знак того, что в доме тепло, в доме есть еда, в доме счастливые, сытые люди. Люди, которые обеспечены всем. То есть очаг, да еще с горящим огнем, это просто, не знаю, самый лучший знак, который может быть вот в плане там семейных отношений, семейного счастья. У вас этот очаг, он выходит чуть ли не самым главным эпизодом в песке. И я не знаю, как для кого, но для меня, на мое мнение, да, на мой вкус, наверное, оно есть вот счастье, когда у тебя есть собственный дом, дом полная чаша, когда есть и любовь, и счастье, и обеспеченность, и когда люди живут в комфорте, в таких, знаете, замечательных условиях, когда они и любимы, и рады друг другу, и когда нет претензий, когда нету там суеты, гонки за каким-то финансовым, материальным, да, когда все идет своим чередом, размеренно, чинно и благородно. Мои милые, тут не дать не взять. Я вижу, что пророчество для вас замечательное, которое обещает вам прекрасные достижения. Но, еще раз повторюсь, пророчество для женщин, исключительно для женщин, уж простите, мужчины, но такой вот песочек вышел. Тем не менее, для женщин, которые сильные, которые готовы, несмотря ни на что, вопреки всему, идти к своему счастью. Мои милые, у вас все получится, у вас все будет. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.